На 9-й съезд Республиканской политической партии Амцахара были приглашены представители 26 общественно-политических организаций и партий. Повестка дня – обсуждение сложившейся в стране общественно-политической и экономической ситуации. Открывая съезд, председатель партии Алхас Квицини отметил, что очередное собрание проходит на фоне ухудшения общественно-политической обстановки. Что ни день на наших граждан обрушивается очередная новость об убийстве, самосуде, грабежах и прочем, омрачающем и без того тяжелую социальную ситуацию в стране. Порой эти новости напоминают сообщения с линии фронта. В ситуации, когда государство демонстрирует абсолютное бессилие, а иногда покрывает преступников по родственно-клановым соображениям, когда чиновники проявляют некомпетентность, люди, естественно, теряют веру в справедливость, в неизбежность наказания виновных. На съезде выступили руководители региональных отделений партии Амцахара, которые выражали недовольство обострившейся криминогенной обстановкой, низким уровнем жизни населения. По их мнению, руководство страны прилагает недостаточно сил для решения этих проблем. Руководитель Гагарского отделения Амцахары Адамыр Багателя считает, что пришло время всем объединиться в достижении общих целей. Объединение всех ветеранов войны, всех слоев общества. Это задача номер один. И мы все будем делать, чтобы хватит, надо заканчивать людей делить на своих, чужих, других и так далее. Мы все один народ, мы все вместе завоевывали это наше единство, и мы на это большое усилие будем вкладывать. Затем слово было предоставлено председателю партии «Единая Абхазия» Сергею Шамбо. По его словам, в Абхазии не первый год продолжается политический кризис. Проблема социального расслоения общества приобретает все большие масштабы. Но на этом фоне мы не имеем права устраивать междоусобную распрю, считает Сергей Шамбо. Главная опасность для нас – это затянувшийся политический кризис. Этот кризис служит катализатором для других кризисных явлений нашей жизни – экономических, социальных и так далее. Поэтому главное сейчас – это остановить сползание страны к дальнейшему политическому противостоянию. Позиция нашей партии последовательно конструктивная. За это время мы последовательно выступали противниками радикальных сил и со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Нами неоднократно в течение 2016 года выдвигалась идея создания правительства народного доверия, в которое на равных вошли бы представители власти, так и представители оппозиции. Очень подробным в плане информации было выступление депутата парламента, сопредседателя блока оппозиционных сил Аслана Бжания, который ознакомил депутатов с пунктами межгосударственного договора, заключенного между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в 2014 году. Как отметил Аслан Бжания, многие пункты договора так и остались на бумаге. В том, что Абхазия недополучила несколько миллиардов по инвестпрограмме 2013-2015 годов, депутат обвинил правительство Абхазии. Аслан Бжания также обозначил первоочередные задачи на ближайшее будущее, стоящие перед партией Амцахара и блоком оппозиционных сил. В ближайшее время будет сформировано парламентское оппозиционное меньшинство. Мы намерены выходить на разные площадки и разъяснять гражданам суть и последствия происходящих в стране процессов. Надеемся на то, что и в правительстве найдутся люди, которые изменят свое отношение и оценку происходящих событий. С учетом того, что у депутатов парламента, поддерживающих оппозицию, есть доступ к достоверной информации, будет подготовлен анализ по всем направлениям государственного строительства. И информирование масс и их убеждения – это главные инструменты нашей политической борьбы на ближайшие месяцы. Депутат парламента Александр Анкваб в своем выступлении отметил, что своевременный отклик народных избранников на общественные вызовы есть прямая обязанность депутатов, и политические и общественные организации должны сотрудничать с парламентом, предлагать идеи, требовать принятия решений по разным важным вопросам. Именно в таком ключе должна выстраивать свою работу и оппозиция. Александр Анкваб считает, что нужно использовать все возможные средства массовой информации для того, чтобы донести цели и задачи оппозиции до народа. Надо подумать об альтернативных источниках информации, в том числе электронных, чтобы не власть рассказывала народу о том, что думает и к чему стремится оппозиция, а сама оппозиция разъясняла свои цели и задачи. В мае 2014 года мы с вами ушли от жестокого гражданского противостояния.
Я убежден в следующем. Уставшее от проблем общества нельзя подвергать новым стрессам, толкать и без того слабое государство на новые тяжкие испытания, расшатывая его основы. Результат вполне очевидно будет плачевным. И невиновных тогда не будет. Поэтому считаю, что ответственные люди, то есть мы с вами, должны сосредоточиться на подготовке к предстоящим президентским выборам, чтобы предложить обществу альтернативу, убедить граждан в своей правоте. По итогам 9-го очередного съезда Республиканской политической партии Амцахара была зачитана и принята резолюция. Ирина Аршева, Алексей Гухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.